Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. С прошлого года в Северо-Восточном федеральном университете реализуется проект «Цифровые кафедры» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Подробнее о данном проекте нам расскажет гостья студии Екатерина Хлопкова, начальник отдела Института развития профессиональных компетенций и квалификаций ОПНСФУ. Екатерина Романовна, здравствуйте. Добрый день. Что такое цифровая кафедра? В чем заключается цель проекта? Ну, давайте начнем с самого понятия цифровизация. Да, что это такое? Ну, вообще цифровизация, она очень быстро и глубоко внедрена в нашу повседневную жизнь, во все сферы нашей жизни. И перед вузами, перед всеми учебными заведениями стоит задача именно подготовить таких специалистов, уникальных специалистов, которые бы на выходе, когда они завершат обучение, обладали одновременно как профильными знаниями, так и определенными цифровыми компетенциями. И в этом направлении в рамках также федерального проекта, данный проект реализуется развитие кадрового потенциала IT-отрасли. Всего более 100 вузов нашей страны, вошедшие в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», в том числе Северо-Восточный федеральный университет, реализует данный проект с прошлого года. Ну, иными словами, данный проект дает возможность студентам нашего вуза абсолютно на бесплатной основе получить вторую профессию цифровую, да, то есть одновременно с освоением программы высшего образования обучиться на дополнительной программе по IT-направлению. А кто может пройти обучение? Обучение, ну, как и в любом федеральном проекте, есть документы, в данном случае это концепция, согласно которой определены категории слушателей, то есть есть такие, ну, скажем так, условия, да, на зачисление. Это исключается у нас на зачисление на программы студенты заочной формы обучения, к сожалению, да. Могут быть зачислены студенты бакалавриата со 2-го и выше курсов, специалитета с 3-го курса и выше, и магистранты, обучающиеся по не IT-направлению. А какие программы еще реализуются и планируются? На данный момент, ну, как я уже сказала, проект реализуется с прошлого года. На данном этапе у нас такое промежуточное обучение уже идет вовсю. В этом году у нас выпускаются данные студенты. Всего в прошлом году утверждены, согласованы отраслевыми рабочими группами на федеральном уровне, да, 11 программ профессиональной переподготовки. Это программа IT-направления. Они направлены именно для развития цифровых навыков. Для строительной отрасли у нас есть 2 программы. Да? Это BIM-проектирование инженерных сетей и BIM-проектирование объектов строительства. Остальные вот 9 программ, они на самом деле универсальные для всех отраслей экономики. Они могут пригодиться. Также в этом году мы планируем расширить перечень действующих программ. У нас уже сейчас в разработке программы для отрасли здравоохранения, реализует наш медицинский институт. И планируется еще цифровая образовательная программа для педагогов. А когда и как проходит зачисление на программы? Зачисление на программу осуществляется по заявительному характеру, то есть согласно концепции вузы, участники программы «Приоритет-2030» самостоятельно определяют, на каких условиях они зачисляют студентов. Мы же с прошлого года абсолютно принимаем всех желающих, кто подает заявление и сопутствующие документы. Главное, огромное желание учиться и вот соответствие категорий слушателей. А какой срок обучения? Данные программы у нас все реализуются по разным срокам, ну, средний от 9 до 11 месяцев. А согласно концепции, конечно, максимальный срок обучения 22 месяца, но такой программы у нас сейчас нет. Мы стараемся как можно, скажем так, создать условия, чтобы студент все-таки быстро освоил программу. А вот с какими трудностями встречаются студенты при обучении? Трудности мы, конечно, сейчас очень работаем над этим в плане того, что, конечно, со стороны студентов и со стороны педагогов есть определенные трудности в части
того, что мы зачисляем же абсолютно всех, мы многопрофильный вуз, поэтому сложности мы встретили, в частности, студентами гуманитарных направлений. Для них, конечно, освоение программ достаточно тяжело дается, но наши педагоги идут навстречу, и каждому студенту индивидуальный подход. А может ли студент продолжить обучение по дополнительной программе, если он отчислен по основной учебе, по основной программе? Да, к сожалению, если он отчисляется от основной образовательной программы высшего образования, то он автоматически должен быть отчислен от программы дополнительного образования. Но, к сожалению, такое условие оговорено в концепции проекта. А что получит студент по итогу, прошедший обучение? По итогу на выходе он будет обладать второй дополнительной квалификацией в сфере IT-направления. И надо отметить, что на сегодняшний день таких специалистов нигде нету. И на самом деле наши первые выпускники, даже на тот момент они будут первые. Таких выпускников никто не готовит на данный момент. А вообще много ли желающих обучиться? На данный момент у нас учится более 1000 студентов, зачислены на проект цифровой кафедры. И, конечно, показатель, который определен в приоритете, да, он с каждым годом у нас растет, поэтому будем набирать уже по возможности всех, кто подпадает под категорию. А какие перспективы развития кафедры? Перспективы, но они огромные в том плане, что мы в первую очередь студент, будущий студент, родители, да, мы должны понимать, что за такую возможность надо хвататься обеими руками и ногами, что надо отметить, что всего лишь более 100 вузам дана возможность реализовывать этот проект на бесплатной основе, поэтому перспективы и цель проекта на самом деле очень благородные. И я думаю, что в будущем мы обеспечим приоритетные наши отрасли высококвалифицированными, уникальными специалистами, которые будут обладать одновременно и цифровыми навыками. А почему именно в нашем университете открылась такая кафедра? Наш университет, как я уже сказала, в 2021 году вошел в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Там, если я не ошибаюсь, 114, по-моему, вузов, и в том числе Северо-Восточный федеральный университет. И одно из направлений в рамках этой программы – это реализация проекта «Цифровые кафедры». А по Дальнему Востоку еще есть такие кафедры? По Дальнему Востоку есть Дальневосточный федеральный университет, тоже реализует данную программу. Новосибирский университет тоже реализует данную программу. Коллеги, да, наши, мы все на связи, все вместе. Самые главные кураторы данного проекта – это университет Иннополис. Все работаем над продвижением данного проекта. А какие взаимодействия с кафедрами? С кафедрами, с нашими учебными подразделениями? Да. Ага. В нашем университете 11 программ у нас реализуют разные учебные подразделения. Основные из них, 6 программ у нас реализуют колледж инфраструктурных технологий. И потом у нас Институт математики и информатики, физико-технический институт, инженерно-технический институт, и Институт дополнительного образования ОПЕН. А в филиалах Северо-Восточного федерального университета есть возможность обучиться? В филиалах нет, но именно студенты филиалов нашего вуза, да, конечно, они, если подпадают под категорию, при огромном желании, конечно, они поступают сразу, зачисляются на кафедру. Абсолютно все подпадающие под категорию слушателей, студенты Северо-Восточного федерального университета и его филиалов могут обучаться. А можете рассказать о связях с федеральными университетами? В каком плане они развиваются? Связь с федеральными университетами в рамках цифровых кафедр у нас такой, скорее, оперативный обмен опытом. Если у нас даже у руководителей программ цифровых кафедр есть определенная группа, есть сообщество, да, мы постоянно там на связи, потому что в
проект новый, как любой федеральный проект, он на начальном этапе, но год-два он проходит небольшую, так скажем, апробацию. Да? В прошлом году мы встретились, конечно, с множеством проблем в части организационных моментов, и тоже всем миром, так сказать, все участники как-то друг другу советовались, совместно решали, выходили из положений, ну и продолжаем дальше тесно взаимодействовать в этом направлении. Вот так вот. А какие специалисты работают Специалисты, еще раз? на кафедре? Ну, цифровую кафедру вообще реализуют сами сотрудники Северо-Восточного федерального университета с привлечением экспертов, практиков по каждой программе отдельно. То есть у каждой программы есть руководитель программы. Да? Это непосредственно представители и сотрудники Северо-Восточного федерального университета. А вообще у нас в республике, то есть, пользуются спросом, да, вот те студенты, которые обучились на этой кафедре? Ну вот мы сейчас увидим это, потому что таких специалистов сейчас еще нету таких специалистов. И вот мы начинаем уже выпускать, наверное, уже с лета и посмотрим. Но я думаю, что даже сейчас мы ведем работу с работодателями, и есть спрос на таких специалистов, да, мы об этом уже знаем. Екатерина Романовна, спасибо за беседу. Спасибо, спасибо всем. О реализации проекта «Цифровая кафедра» мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.